Харликич, не разговариваем, слушаем. Вот біздің қойбір хазіретлеріне біз нығырақ яратабыз, қойбірлеріне әсірек. Міне жаратқан хазірет сіздің біз шақырдық. Неге? Ол бүтін жауапқа да, сізге, бүтін сұрауларға да жауап бере. Шуңар міне қадір отырғыз, ол біз шығыш ясай, и ол сіз сұраулар болса, ол сізге бүтін сұрауларға да жауап бере. Практически, да? Вот. Значит, нәрсе мен айтам, біз сізге әзірледік гәжит, обязательно алығыз. Мұнда бірінші тапқыр көп кіші китап алығыз. Вот. Өзара татаршағда сөйлешәбіз. Кім татарша дәрсе жауап бермәгіз. Татарша өзара сөйлешігіз. Яқшы? Вот. Шуңар енді міне бүгін біздің, наверное, танышу, попозже, или Рустам, попозже танышу. А хәзер біз сөз береміз хәзіретке, міне ол сізге сөйлер. Бик тыңнап отырғыз, бик иштәлекле, бик яқшы ол сөйлейді, бүтін нәрселерді яқшы иттеріп сізге ол хәзер сөйлер. Рад, что Абы и Гульнара Ханум меня приглашают, также других имамов. Это говорит о том, что у нас, у татар, есть тесная связка с религией ислам. И в принципе, если поразмышлять над этим, то это очевидно. Вот смотрите, давайте прикинем. Вот мы все татары хотим, чтобы наша нация, в общем-то, имела вес определенный, мы хотим сохранить свою культуру. Да? А что такое культура? Сюда входят традиции, сюда входит язык, обычаи, история татарского народа. Да? Мы гордимся нашими предками, которые жили на территории России, участвовали, значит, завоевывали какие-то награды, имели какое-то уважение в обществе, в том числе как и в царской России, так и в период советского строя, да и сейчас, да, глава Центробанка татарка, заместитель правительства России татарин и так далее, и так далее. И вообще к татарам в России относятся достаточно уважительно. Это заслуга не нас с вами. Это то, что происходило в предыдущих поколениях. Но мы продолжатели нашего народа, и связующие татар между собой, как я уже сказал, это культура, язык, религия. Но поверьте мне, если человека без, скажем так, вот производных, точнее, без вот этих поверхностных связующих нитей между татарами засунуть в культуру иную, человек без основы, на которой зиждется, да, татарская нация, он ее потеряет. Я сейчас скажу, на чем основывается это все, но приведу пример. Например, даже вот все, что сказано, связано со мной. Например. Мои родители из Пензенской области приехали в Москву, да, в силу того, что отношение к татарам в то время, в 80-е годы, было такое же сегодня, как к узбекам и таджикам. Да, стеснялись даже на татарском языке разговаривать, жили в коммунальной квартире среди русских, их дети были среди русских, играли на улице среди русских и так далее, и так далее. И вот, пожалуйста, хоть я и считаю себя татарином, у меня жена татарка, я чту татарские традиции, я их знаю, я их сам соблюдаю, но разговариваю я на русском языке. Татарча минблям, ангарам, сулеим, на бытовом уровне, но нету литературного языка, не поставлен этот вопрос. Тем более, вот я знаю, что в Татарстане, в частности, да, и изучение татарского языка сделали вообще факультативным. Да, то есть это тенденция, да, в силу того, что татарский народ живет вместе с русским, и уже не одно поколение, не одна сотня лет. В любом случае, если люди потеряют основу, что определяет татарская нация, будет смешение, и больший народ, как русский, поглотит татар. Как это было с другими народами. Как сегодня происходит с мордвинами, чувашами, марельцами. Вряд ли из них прям весь этот народ чтит свой язык и так далее, и так далее. То же самое произойдет и с татарами, если не будет держаться основа основ идентификации татар как нации, как этноса, не знаю, как хотите, как называйте. А основа этого всего – это ислам. Религия ислам – это то, что связует
татар друг с другом. Если взять, например, бытовые вопросы, да, по внешнему виду, например, меня или вот моего соседа, да, от русского человека вряд ли можно отличить. Или, например, вас, девушек, я на улице не отличу татарку от не татарки. Либо только если она будет ярко выражена, там, да, есть, которых, например, я смотрю, да, это татарка, да, это на татарина похож. Но мы очень схожи друг с другом. Мы даже разговариваем на одном языке. Мы ходим в одни и те же клубы, смотрим одни и те же фильмы. Мы едим одну и ту же еду. Да? Мы учимся в одних и тех же университетах. Да? Мы смотрим одни и те же фильмы и так далее. Все очень похоже. Из поколения в поколение это все будет происходить и будет смешиваться. Сегодня девушки охотно выходят замуж за русских ребят. Сегодня ребята-татары охотно берут в жены русских девушек. Их дети, уверяю вас, татарский язык точно уже знать не будут. Тем более традиции, парамячи, вот это все уйдет. Это все уйдет, если не будет мусульманин знать свою религию и держать ее крепко, и если мусульманка не будет держать свою религию и держать ее крепко. Говоря о религии, это не только фактор, цементирующий татарскую нацию как нацию, но религия ислам – это религия даже не про эту жизнь. Давайте трезво размышлять. Вы сегодня молодые люди, вам по 20, по 25 лет. Когда-то мне было столько же. Вы размышляющие. И я в ваше время, примерно в этом возрасте, начал для себя задавать вопросы, а почему же мне именно нужно жениться на татарке? Потому что моя мама-то хочет, или мой папа-то хочет. Да? Почему именно татарка? Почему не русская? Почему не мордвинка? Почему не чувашка? Почему, я не знаю, не финка? Это что, дискриминация какая-то? Потом, слава богу, я женился на татарке, но потом я начал понимать, что если я, как татарин, держа религию ислам, и моя жена, как татарка, мусульманка, то наши дети будут тоже в этой религии. И почему важно держать религию ислам? Потому что Аллах в Коране сказал: «Инна динна индаллах ислам». Единственная одобренная религия Аллахом, Создателем, ислам. Единственная религия. Значит, другие религии, это сказано в Коране, значит, другие религии не истинные. Многие могут сказать: да что вы такое говорите? Это что такое? Это неуважение там и так далее, могут много чего придумать. Но это то, что говорит Создатель этой вселенной через пророков и посланников, через достоверную цепочку передачи знаний, и это знание о том, что есть только одна религия, правильный ислам. Но нужно правильно понимать. Ислам – это не новая, это не молодая религия, как многие думают. Якобы она пришла с приходом пророка Мухаммада, якобы первый мусульманин был на земле Мухаммад, якобы Коран – это первая книга от Бога, от Аллаха. Нет, это ошибка. Эта ошибка связана с тем, что люди, ошибающиеся, либо не знают правильные источники информации, либо вообще к ним не прибегают. Нету знаний у современных людей, глубоких, даже не то что глубоких, минимальных знаний нету. Многие думают, вот даже среди татар, даже среди тех, кто считает себя мусульманами, многие думают, что ислам – это новая религия. Ислам – это покорность Богу с арабского языка. Ислам означает покорность единому Богу, который создал эту вселенную и в течение истории человечества посылал пророков и посланников. От одного Бога. Один Создатель, другого Создателя кроме него нету. Это разумом даже подтверждается, что не может быть 2, 3, 4 или 18 богов. Есть один Создатель для всех нас. Аллах на арабском, Бог на русском, Ходай на татарском, Гад на английском, Дие на французском. И на японском, наверное, как-то, да, на финском как-то, там, я не знаю, на китайском. Создатель, будем называть, будем оперировать этим термином очень, скажем так,
далек от всяких неточностей, далек от неправильного понимания, например, от слова «Бог». У некоторых слово «Бог» ассоциируется с Троицей, с изображением маленького мальчика или с изображением какого-то дедушки и так далее. Давайте будем говорить «Создатель». Если кто-то говорит «Аллах», и многие думают, что это якобы Бог только для татар или арабов или для чеченцев. Нет. Создатель, Он один для всех. Он создал как верующих, так и неверующих. Создатель создал нас и наши качества. Создатель, Он создал все. Аллах в Коране сказал: «Ва халяка кулля шей». Аллах создал все. Значит, и добро, и зло создано Создателем. Значит, болезни и выздоровления созданы Создателем. Войны и перемирие, обнищание и богатство – это все создано Создателем. Это говорит о том, что тот, кто знает, кто такой Создатель, признает его существование и признает существование пророков и посланников от Адама до Мухаммада, миром всем, в том числе пророка Иисуса, в том числе пророка Моисея, Авраама, Ноя, Соломона, Давида. О них сказано в Коране. То этот человек верит в Бога. И почему важно верить в Бога? Не просто верить в Бога, как нам хочется или как нам представляется, а верить в Бога надо правильно. Потому что если человек неправильно верит в Бога, то это не вера вовсе, это заблуждение. Если, к примеру, кто-то начнет поклоняться вот этому стаканчику и говорит: «Я верю в Бога, мой Бог стаканчик», его вера неправильная. Он не верит в Бога, потому что стаканчик не Бог. Стаканчик можно разбить, можно его, не знаю, расплавить, наверное, да? Можно его утопить, бросить в огонь. Он исчезнет. Создатель тот, который не родился, не возникал, и он тот, который не умирает, не прекращает свое существование. Тот, кто может быть тем, на кого можно совершить какое-то воздействие, тот, который зависит от каких-то обстоятельств, тот он слабый. Слабый априори не может быть создателем для этой вселенной. Слабый тот, кто рождается, нуждается в том, кто его родил. Слабый тот, кто умирает, потому что его можно убить. Поэтому мы верим в Создателя, зная именно, кто такой Создатель. А вот кто не знает атрибутов, которые присущи Создателю, либо в них ошибается, либо противоречит им, значит, он схож с тем человеком, который поклоняется стаканчику. Понимаете? Я понимаю, понятно объясняю? Большая аудитория, я понимаю, что, возможно, вы слышите какие-то вещи для вас новые. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то некий диалог. Если какие-то вопросы, сразу задавайте, мы будем акцентировать на этом внимание. Но послушайте, это очень важно. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пророк Бога, посланник Бога, он сказал: «Яхруджу минан нари ман кали ла илляха илляллах ва фи кольбихи вазну заратин мин иман». Что это означает? Это означает: выйдет из ада тот, кто уверовал в Аллаха и в его посланника, даже если его вера была в крупинку сердца. Дорогие мои, мы все понимаем, да, и не нужно питать иллюзий, что мы проживем 1000 лет. Да? Не нужно думать о том, что мы будем всегда здесь жить, на этой жизни, пить газировку, гулять, наслаждаться погодой, да, улыбаться и так далее. Придет время, да, когда-то до вас дойдет известие о том, что Марат Хазрат умер. Будет такое. Когда-то кого-то из вас будут хоронить. Когда-то придет время для каждого из нас уходить из этой жизни. Это реальность. Не думать об этом – это обманывать самого себя. Но давайте будем взрослыми людьми. Мы все признаем, что наша жизнь закончится. И она временна. И мало того, она очень короткая. И причем она проходит очень быстро. Мы тут обсуждаем, как инвестировать деньги, как продавать товары на Озоне, как закончить университет, туда-сюда, суета, как жениться, какую девушку выбрать, какую не выбрать и так далее. Это все останется здесь, дорогие мои. Все здесь останется.
Следующая жизнь начнется непременно. И вот следующая жизнь, она начнется и уже никогда не закончится. Это не я сказал. Это сказали пророки, и все говорили, пророки об этом, что следующая жизнь одна, и больше такой жизни, как сейчас, не будет. Не верьте тем людям, которые говорят, вот ты в прошлой жизни был букашкой, в следующей будешь ромашкой. Это глупость. Иначе эта жизнь со всеми этими препятствиями, преградами, со всеми этими запретами, страданиями получается бессмысленно. Если я в следующей жизни буду ромашкой, зачем мне страдать? Зачем мне чего-то добиваться, если я все равно это потеряю с моментом смерти? Зачем мне трудиться, пыхтеть, там, что-то делать, там, что-то упражняться в чем-то? Если я просто умру, и все, ромашкой расцвету в следующей жизни. Смысл этой жизни теряется. А если нету смысла в этой жизни, тогда почему нам не сброситься с 17-го этажа? Если нету смысла в этой жизни. Смысл есть, дорогие мои. Смысл состоит в том, чтобы, проживая эту жизнь, мы не испачкались. Не испачкались грязью, за которой нам не только будет стыдно в день суда, а еще и больно. И смысл в том, чтобы мы совершали здесь больше хороших дел, чтобы замазать те ошибки и грехи, которые человек совершил. Вот нам дано время до нашей смерти. Вот вам по 20-25 лет. Кто дал мне гарантию, что я до завтрашнего дня доживу? Никто. У меня планов на 1000 лет, наверное, как и у всех у вас. Я вот хочу там на свадьбе внуков погулять, там еще что-то сделать, там много мечтать можно, но моя жизнь отмерена. И Создатель, который создал мою жизнь, мне этот час, когда она придет к концу, уже предопределил. Этот час известен Создателю. Может быть, это будет через неделю. Может быть, через 25 лет. Я не знаю. Никто из вас не знает. Никто из вас не знает, вы вообще сегодня домой доедете или поедете в гости. Мы предполагаем одно, а получаем совершенно другое. Размышляйте над этим больше. Размышление о смерти что даст? Мобилизует нашу сегодняшний день. Мобилизует нас, говоря о том, что наше время отмерено. У нас не так много времени. Смотреть сутками телевизор, ну это расточительство. Это как будто деньги вот так вот выбрасывать. Потому что время, оно ограничено. Время для того, чтобы мы совершали хорошие дела, и чтобы ограждали себя от запретного, оно у нас мало. Мы за это будем отвечать. 60-70 лет. Это что по сравнению с вечностью? Это вспышка просто. Вспышка, искра. И она погаснет. Наша жизнь погаснет. Но у нас есть дни, часы, недели и месяца. Их мало, надо пользоваться этим, потому что в следующей жизни человек будет отвечать за 4 вещи. За то, как он заработал и потратил, за то, как он провел свое свободное время, за то, как он относился к своему здоровью, да, и как он относился к своей жизни. Вот за это мы будем отвечать. Каждый из нас, и я тоже буду отвечать. Я про себя говорю. И вот все, что я вам говорю, это я себе говорю. Я себя призываю соблюдать то, что Богом повелено. Я себя призываю не делать то, что Богом запрещено, потому что придет час расплаты за все это. И будет обрадован тот, кто сохранил себя от грязи. И будет в убытке тот, кто не сохранил. Для человека, который это понимает, эта жизнь как тюрьма. Много нельзя. Водку нельзя, наркотики нельзя, хотя это доставляет удовольствие для организма. Совершать прелюбодеяние с чужими женщинами нельзя. Много чего нельзя, как в тюрьме. Но пророк Мухаммад что сказал? Когда эта жизнь закончится, для того, кто терпел эти запреты, держал себя от совершения преступлений, это как будто бы освободиться из тюрьмы. В следующей жизни, в раю, верующий человек, правильно верующий человек в Бога и в пророков, в том числе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, будет иметь в раю все, что он хочет. Не будет для него никакой тяготы, никаких страданий, никаких задач, не будет никаких неудобств, дискомфорта, плохих воспоминаний.
Это то, что Богом обещано в Коране, в нашей религии ислам. Тот, кто в этой жизни сохранил себя от грехов, и тот, кто совершал благие дела искренне ради того, чтобы Аллах был им доволен, будет обрадован. И как будет человек сожалеть, когда он на момент смерти поймет, что его жизнь была пустой, просто набор каких-то развлечений. Представляете, какое разочарование? Какое разочарование его ждет, когда он, умерев, к нему придут два ангела его мучить за то, что он не верил в Бога, за то, что он совершал здесь преступления. Некоторые спрашивают меня, а вдруг, Марат Хазрат, этого всего нету, то, что ты нам рассказываешь? Может, вот всего нету? Ну, я один раз так ответил одному человеку, а представь, что есть. А ты только представь, что это все есть. Если ты говоришь, может быть, этого нету, но ты неимоверно рискуешь, а вдруг это есть, и ты своим неверием попадешь в ад навсегда. Наша задача, дорогие мои, в этой жизни, минимум того, что нужно для нас, чтобы мы в следующей жизни попали в рай, по словам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что каждый человек, который уверовал, даже если в крупинку у него было в сердце вера, и даже она, если она не проявляла соблюдение религии ислам, человек пил водку, гулял, наслаждался, харамом занимался, но у него была вера. Самый минимум – это правильно верить в Аллаха и в Его посланников. Если человек сохранил это, он это взял, сохранил, не потерял, то все, можно за него не переживать. Даже если Аллах его накажет по причине того, что количество его преступлений, количество его плохих дел за всю его жизнь перевесило хорошие, если Аллах даже его если накажет, хотя у такого человека, у верующего, есть надежда на прощение. Аллах милостивый ко всем на этом свете, но только к верующим на том. Аллах может человеку простить любой грех. Представьте, какая милость от Бога. Любой грех. Даже если женщина тут по улице голой будет гулять, Аллах может простить и ей. Но при одном условии, если у нее была вера. Неверие Аллах не простит никому. Это в Коране об этом сказано. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Аллах может простить человеку любой грех, кроме неверия. Даже преступления такие, как убийство, воровство, прелюбодеяние. Неверие не простится никому. Поэтому в этой жизни самое главное иман. Иман, да, с арабского языка, вера. Вера не просто так, как я уже сказал, как нам удобно. Некоторые говорят, вот я верю, что вот там есть какая-то энергия, там плавает, там с одной стороны Вселенной на другую сторону перемещается. Это вот какая-то субстанция, супермозг, там туда много терминов, какие они в голову к нему приходят, он их повествует. Нет. Иман, она основывается на 6 столпах. Вера в Аллаха, без приписывания Аллаху какого-то подобия. Аллах в Коране сказал, «Лейса камитлихи шей». Нет ничего подобного ему. То есть Аллах беркин гада охшамай, не похож ни на кого и ни на что. Вот самая отличительная изюминка религии, веры, правильной веры в Бога от неправильной веры в каких-то там, я не знаю, истуканов. Аллах тот, который имеет атрибуты, отличные от наших атрибутов. Не можем мы представить Создателя, не можем мы его тем более нарисовать или слепить. Мы не видели Аллаха, но мы знаем, наш разум понимает, что есть Создатель, так как эта Вселенная имеет начало своего существования. Все, что входит в эту Вселенную, возникающие события, они все имеют начало. Значит, и Вселенная, которая состоит из этих событий, тоже имеет начало своего существования. Она появилась. А разве она могла сама по себе появиться? Нет. Есть Создатель, который создал ее. А вот Создателя уже никто не создал. Вот есть такая теория, там, да, как они говорят, теория взрыва. Якобы что-то взорвалось,
потом это все развелось, там из моря вышла рыба, стала там, я не знаю, обезьянкой, обезьянка стала человеком. Но это отдельная история. Я что хочу сказать? Когда они говорят, что было что-то, что взорвалось, вот это то, что взорвалось, когда оно было, оно откуда было? Оно откуда встало? Оно откуда появилось, чтобы потом взорвалось? Оно уже существовало, как они говорят, потом оно взорвалось. Вот это то, что, как они говорят, взорвалось, оно было вообще откуда взято? Как оно существовало? Если это материя или не материя, это взорвалось же, значит оно уже было уже. Значит, кем-то оно было создано. Создатель, Аллах вечен без начала, а все, что им создано, имеет начало. В том числе мы с вами. И все, что имеет начало, оно имеет конец. Только Аллах дал раю и аду вечное существование по воле Бога. Поэтому, дорогие мои татары, традиции, язык, там всякие разные остальные движения, это мы здесь в этой жизни так живем, да? Мы обустраиваем свой быт, мы хотим наладить какие-то свои семейные отношения, мы любим собираться вместе по каким-то, скажем так, схожим качествам, да? Вот наш всех здесь объединяет штаб татар, да? Мы все татары, мне приятно находиться с татарами. Один из, скажем так, преподавателей мадресе, который я возглавляю, тоже татарин. Когда мы остаемся наедине, мы там на корявом татарском языке друг с другом разговариваем. Мне приятно. Когда я вижу девушку-татарку, я тоже пытаюсь разговаривать с ней на татарском. Мне тоже приятно разговаривать на татарском. Это все наслаждение этой жизни, но это все проходит. Как там Боярский пел? Все пройдет, да? И печаль, и радость. Пройдет и этот день, как сегодняшний день прошел, и завтрашний пройдет. Не думайте, раз вам сегодня 20 лет, да, что вы еще проживете 20. Вы молодые. Я сейчас никого не пугаю. Просто говоря об этом, мы, во-первых, как я уже сказал, мобилизуемся, потому что понимаем, что время проходит. И второе, мы, зная, что это когда-то закончится, еще больше это начинаем ценить. Есть же, да, пословица, человек начинает ценить то, когда что-то потеряет. Мы, задумавшись о том, что наших родителей когда-то не станет, мы еще больше хотим их обнять и расцеловать. Мы хотим им позвонить: мама, как у тебя дела? Все хорошо, я хочу услышать твой голос. Ведь когда-то придет такой момент, когда мы мамин голос уже не услышим, потому что она умерла. Или отца поддержка уже не будет. Говорят, что сиротой человек начинает себя ощущать тогда, когда потеряет родителей. У меня они пока живы. Я говорю о будущих временах. Это произойдет со мной, если я раньше их не умру. Это произойдет и со всеми вами. Цените ваших родителей, пока они у вас есть. Цените ваши руки и ноги, язык, ваш здравый разум. Цените ваш желудок. Не портьте наджасы, не кушайте нечистоты. Не делайте своими руками вещи, за которые будете сожалеть. Не смотрите своими глазами на то, что нельзя смотреть. Не трогайте то, что вас обожгет. Не пейте то, что вас вырвет. Цените свой организм, цените свое время, цените свою религию ислам. Потому что бывают ситуации, когда человек по невежеству может потерять ислам. И нет такого условия, чтобы именно человек захотел это сделать. Есть обстоятельства, слова, поступки, убеждения, которые приводят к тому, что человек потеряет ислам, потеряет религию и даже этого не заметит. Вот в наше мадресе входит московский мутият, мы такое, скажем так, обучающее крыло, да? Мы учим людей, как правильно относиться к своей жизни. Не так, как нам кажется, потому что многие сегодня коучеры, да, в интернете, они делятся своим опытом, не знаю, какими-то вырезками из каких-то психологических триллеров или опытом каких-то других людей. Продавай, там, знаете, даже смешные ролики есть, мол, ты молодец, ты молодец, ты молодец, все, я тебе продал свою там какую-то там тренерскую лекцию, там содрал с тебя 10 тысяч рублей, вот ты главное молодец и все, давай, продавай, ты можешь, ты успешен. Накачивать людей какими-то фразами, которые он сам может себе сказать.
Это такой обман. Мы не говорим от себя. Мы говорим, мы передаем то, что сказал пророк Аллаха, а он это сказал от Аллаха, от Создателя нас. Это касается всех сфер нашей жизни. Бытовых ритуалов, пост, намаз, хадж, закят. Это касается вопросов взаимоотношения между однополыми людьми, вопросов взаимоотношений между разнополыми людьми, как нужно правильно относиться друг к другу, чтобы потом не жалеть как в этой жизни, так возможно и в следующей. Потому что это законы Создателя, который создал нас и через пророков и посланников передал нам, как нам нужно жить, чтобы мы были счастливы не только в этой жизни, но и в следующей. Эти законы вам нужно изучать. Вот вы, да, молодые люди, а вот, например, я всквозь года смотрю на те отношения, которые я строил раньше. Если бы я имел знания, которые имею я сейчас, я бы много бы внес корректив в свой ритм жизни, когда я был намного моложе. И это придало бы результаты, которые бы я сейчас увидел. Вот один был ученый ислама, у него был ученик. И этот ученик, они рядом друг с другом сидели, и этот ученый спрашивает своего ученика: скажи, пожалуйста, вот ты попав, если вдруг ты попадешь в ад, там, где будет темно и горячо, там, где будешь ты страдать и молить о пощаде, там, где тебе никто не может помочь, что бы ты захотел больше всего? Он так, недолго думая, сказал: ну, я бы, наверное, больше всего хотел, чтобы я вернулся обратно в эту жизнь. И он ему сказал: вот ты представь, что ты сейчас живешь в своей мечте. У тебя есть шанс сейчас как будто бы прожить еще раз свою жизнь, не совершив то, что могло бы тебя привести обратно в ад. Так используй свой шанс, чтобы ты потом не горевал, чтобы ты не рвал на себе волосы и не кусал локти, потому что такое время придет. Великий ученый имам Али, двоюродный брат пророка Мухаммада, Али ибн Абу Талиб, он сказал: «Аль-яумаль амалю ва годаниль хисаб». Он сказал: сегодня действие, а завтра отчет. Сегодня мы совершаем поступки. Мы результат этих поступков не видим. Я много хорошие сейчас вещи говорю, призываю вас к добру, но я буду вознагражден Создателем тогда, когда я предстану перед Ним в судный день. Я не вижу дивидендов в этой жизни от того, что я сейчас говорю вам. Но я знаю, что это хорошие слова, и надеюсь на то, что Аллах меня вознаградит. Потому что сегодня не время для отчета. Сегодня время для действий, для вас и для моих. Для ваших действий и для моих действий. А вот следующая жизнь, после этой жизни, будет время для отчета. И действий мы уже свои никогда не сможем сделать. Мы не сможем вернуться в эту жизнь, сказать, что-то здесь подправить, что-то исправить, у кого-то прощения попросить, что-то доделать, намазы свои дочитать, посты свои продержать. Все, время для действия истечет. Поэтому что еще нужно, чтобы человек, будучи во сне, как будто бы проснулся? Что в его жизни должно такое произойти? Неужели нам нужно сидеть и ждать какого-то мощного толчка в одно место, да, простите за аллегории, чтобы мы что-то начали делать в этой жизни главное? Главное. Второстепенное, которое обустраивает нашу жизнь, мы не можем это оставить. Я тоже ищу средства к существованию для своей семьи. Я тоже обустраиваю свой дом. Я не знаю, меняю розетку, чиню кран там и так далее. Это все нужно. Без этого не обойтись. Нельзя просто взять, оставить все и бросить, уйти там в ущелье, уединиться и постоянно молиться. Нет, я сейчас не к этому призываю. Я говорю о том, что наравне с вопросами этой жизни ни в коем случае нельзя оставлять самое главное. Проходя эту жизнь, не топите себя в запрещенных делах, в поступках, в словах или в убеждениях. Не топите себя. Это не стоит. Не стоит эта жизнь
со всеми этими наслаждениями, даже 2 секунд в аду, она не стоит. А в следующей жизни будет 2 дороги. По одной пойдут в рай, а по другой пойдут в ад. 3-й дороги не будет. Не будет 2-й жизни, как этой. Да, мы ромашками не будем в цвету на опушке расцветать. Либо в аду, либо в раю. Верующие мусульмане, если его хорошие дела перевесят плохие, то он попадет в рай без мучений. Это мусульмане, верующие в Аллаха и в его посланника. Неверующие сразу в ад, даже запаха рая не почувствуют. А вот верующие, у которых грехи, плохие дела перевесили хорошие, то они под волей Аллаха. Или Аллах их простит, и они попадут в рай без мучений, или Аллах их накажет адом. Но в отличие от неверующих, их мучения в аду будут не такими сильными. И второе, они из ада обязательно выйдут. Это то, что я сказал. Я очень благодарен, что у нас есть возможность и площадка, чтобы вместе собираться, задумываться о таких важных вещах. Но знаете как? Вот я вам рассказываю какие-то вещи, я вам передаю, вы это узнаете. Просто знать и не делать. Пользы от знаний нету. Нету пользы, если я знаю, что это вредный напиток, например. И если я буду употреблять, знание о том, что это вредный напиток, мне никакой пользы не сделает. Правильно же? Я, зная, что это вредный напиток, должен от этого оградиться. Я, зная, должен что-то делать. Либо к чему-то приближаться, либо от чего-то отдаляться. Поэтому одновременно с получением знаний нужно человеку в этой жизни жить и действовать. Мы вынуждены совершать какие-то поступки в этой жизни. Наша жизнь заставляет совершать какие-то дела, принимать какие-то решения. Но эти дела и решения должны быть правильными. Что значит правильными? Эти дела впоследствии не должны принести нам вред, за который мы будем страдать, плакать, горевать и кричать, а должны принести пользу. Пускай в этой жизни, но и в следующей тоже. Поэтому человек при выборе совершить одно либо второе, он должен руководствоваться разумом и знаниями, что правильно, что неправильно. И эти знания нам может дать только религия, потому что опыт моего соседа, он не универсальный, и он не относится ко мне. Он опыт только его. Его опыт нельзя масштабировать на других людей. Потому что у каждого разная ситуация, своя ситуация, индивидуальная. А не факт, что он поступает правильно. Не факт, что то, что принесло якобы ему пользу, в итоге действительно будет для него польза. А мы еще берем пример с него. И тоже потом получаем шишки по голове. Человек без знаний в этой жизни, без религиозных знаний, что можно, что нельзя, он действует наугад. Вы поймите, это как маленький котенок, у которого еще глаза не открылись, он вот ходит по комнате темной и пытается оттуда выйти. И бьется своей головой об острые углы. И в итоге, может быть, он и выйдет, но он выйдет побитым, поцарапанным, весь в порезах. А ислам – это ясный путь. Ясный, открытый, чистый и полезный для человека. Поэтому я вас призываю, чтобы вы никогда не теряли веру в ислам, держали ее крепко. Это будет благо как в этой жизни для вас, так и в следующей. Эти знания, нужно в них укрепляться. Нужно больше окружать себя людьми, которые не спрашивают о том, сколько ты вчера с другом своим бутылок пива выпил, радуясь тому, что ты вчера там, я не знаю, с какой-то девушкой, извините, переспал, да, о, там, герой. Нет, это не друг. А друг это тот, который волнуется, переживая за вас. Вы сделали то, что обязаны сделать. Аллах тебе приказал вот это совершать. Ты сделал это? Брат, если ты это не сделал, сделай, пожалуйста. Я за тебя переживаю. Вот кто такой друг. Окружайте себя друзьями
и теми друзьями, которые знают, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что глупый друг – это хуже, чем явный открытый враг. Потому что глупый друг, мы ему доверяем, а он дает нам глупые советы. И мы попадаем из-за него в беду. А он скажет: слушай, ну я же хотел добра же, я же от сердца хотел. Мне какая разница, от сердца ты хотел или не от сердца, в итоге я из-за тебя, из-за твоего совета попал в беду. В итоге же я все равно расплачиваюсь за это, потому что ты мне дал глупый совет. Поэтому будьте с умными, мудрыми людьми. Да, слушайте тех, которые говорят вам простые, истинные вещи. Тянитесь к тем, которые вас не топят в совершении плохих дел, а наоборот пытаются вас выдернуть из той трясины, в которой, возможно, каждый из вас попадает или попадет когда-то. Эти испытания в этой жизни, они закончатся только тогда, когда наша жизнь закончится. Вот это такой, скажем так, крик души, да, потому что я переживаю за своих сотоварищей, соплеменников. Мы в нашем мадресе переживаем за всех людей в этой жизни. И очень много людей, да, они ищут ответы на свои вопросы. И иногда попадают к людям, которые некомпетентные или которые негодяи, притворяющиеся там овцами, а под личиной овцы у них волчьи рожи. Да? Жалко таких людей. Поэтому будьте аккуратны в выборе тех, кто вам рассказывает про ислам, потому что негодяев тоже много, невежественных много. Да? Окружайте себя достойными людьми. У вас есть разум, вы размышляете. В вашем возрасте вы уже способны отличать того, кто говорит правильные истинные вещи, от тех людей, которые пытаются вами манипулировать. Да, кто-то у вас студент, да, кто-то уже, может, закончил. Я помню свой возраст, в вашем возрасте, я уже достаточно хорошо в людях разбирался. Поэтому, я, наверное, на этом сейчас закончу. Ну, поводом собраться это было то, что вот было начало сезона, да, то есть сентябрь, месяц знаний. Знания бывают касаемо этой жизни, и как раз вот те знания, о которых я говорил. Не оставляйте соблюдение религии, но и набирайте знаний. Набирайте знаний, приезжайте. Вот Гульнара сегодня озвучила, скажем так, место как Муфтият. Я руководитель мадресе, тоже здесь недалеко, метро Тульская. Туда к нам можете приезжать. Мы там каждый день работаем, уроки даем. Есть минимальный курс знаний, который можно за короткое время пройти. Мы всегда рады. Я особенно, когда приходят к нам татары или татарки. Да, то есть у нас там много людей разных национальностей. Да. Был очень рад со всеми познакомиться. Давайте, если есть какие-то вопросы. Я знаю, молодежь интересует тема никаха, например. Да. Там такая наболевшая тема для многих. Да, там, не знаю, исламский банкинг там, и так далее. Это интересные вещи, о которых можно много рассказывать. Поэтому приятного вам всем вечера. Я всегда готов к диалогу.